Давно не виделись. Я поиграю своих песен как любовь. И знаете что? Я почему-то хочу еще сегодня спеть Розенбаума. Вот. Я что-то так хочу. Я так хочу. Нет, ну ладно. Ну хорошо. Сейчас еще раз. Из кусочков синдрома похмелья составляю свой завтрашний праздник. Перепуганный новым закатом километры моих городов. А я люблю этот ужас весенний, смешать иногда с красным. И возможно связать это с садом разноцветных понтов. Oh no, please don't let me go. Oh no, please don't let me go. Oh no, please don't let me go. Yeah, yeah. Oh no, please don't let me go. А какой-то стареющий мачо мне шептал про стрелку бидона. А я взглядом врезалась в прохожих, а потом испытала изжогу. А я подумала, как бы иначе зачеркнулось и чувство бидона. Или ты на тебя не похожа, а мне говорил, слава Богу. Oh no, please don't let me go. Oh no, please don't let me go. Oh no, please don't let me go. Yeah, yeah. Oh no, please don't let me go. И с коленками в пьяном угаре все возможно красивые лица. И с пугающей скоростью звука из динамиков слышится стон. А я стою на каком-то бульваре, имею желание напиться и вписаться в историю лета и сказать, как всегда это он. Oh no, please don't let me go. Oh no, please don't let me go. Oh no, please don't let me go. Yeah, yeah. Oh no, please don't let me go. Солнечный день, на город падает тень, в небе вода и бегут провода. Прогулочным шагом я иду до метро, мимо различных по комфорту авто. Мимо витрин мне не нужен бензин, дорогой магазин и лимузин. А хочется петь и от счастья гореть, много успеть и кого-то согреть. Но где найти мне тебя? Телефонный контакт, звуки музыки нет. Я закрываю глаза.
асфальтом. Отбитая горочка, как зима постелила ко мне крик снега постель. Но где найти мне тебя? Телефоны бомбят, звуки музыки меня. Я закрываю глаза, что еще мне сказать? Я не против казать. Но где найти мне тебя? Телефоны бомбят, звуки музыки я. Я закрываю глаза, что еще мне сказать? Я не против, я зря. Песня «Разнесло». Я так люблю эту песню. Помню, в Одессе приходила в такое заведение, которое там в народе называется «Наливайка». И там, короче, в этих наливайках сидят такие очень пьяные мужчины. И там, да, им наливают, и там отвратительное вино они пьют. И там стоит такой... Как это называется? Автомат? Музыкальный автомат. Ты туда засовываешь денежку, и там вот один такой очень пьяный мужчина засунул денежку в автомат. Я услышала эту песню, и у меня она до сих пор ассоциируется с Одессой. Не знаю, не пейте меня камнями. А нет, лучше так. Тихо, как в раю, звездным местечком высокие, яркие, я себе пою, я себе краю. Опустилась ночь, отдохните, дети, день был очень жарким, за стежком стежок, грошик стал тяжел. Было время, были силы, да уже не то. Годы возрасты сносили, вытянули мое пальто. Жил один еврей, да он сказал, что все проходит. Солнце тоже садится на закате дня, но оно еще родится. Жаль, что не в пример меня. Кто же будет одевать всех потом по моде? Девочка моя, завтра утром ты опять ко мне вернешься, милая моя. Выехала моя, грустноглазая. Папа в ушко Майсу скажет, ты смеешься, люди разные, и песни разные. Ой, бэй, будет день, не будет пища, жить не торопись. Иногда богаче нищий тот, кто не успел скопить, тот, кого уже никто нигде ничем не держит. Нитка бака, дай голую воду, все дела. Да еще талмуд на полке, там жизнь шла и шла. Только солнце вижу я все реже и реже. Тихо, как в раю, звездным местечком высокие, я себе пою. Я себе пою, я себе пою. Спасибо. Вот такой стих.
Я не думаю. Я особо. Ну ладно, тогда очень. Я буду подкриватися в чим, добре? Я иду по городу, который у меня внутри. Мама, осень рассыпает смайлы, снова секунда камни. Я не против, я не за. Главное, смотри мне в глаза. Не выезжать и нет возможности вернуться назад. Мама, я не хочу видеть мир таким. Мама, я не хочу видеть мир таким. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, мама. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, мама. Это, кстати, сенсей. Кто они все эти люди, чтобы решать за нас? Мама, мы живем по кругу и не в первый, не в последний раз. Трудно с этими людьми. Мама, я один из них. Только я не дура, они меня не вернут. Мама, я не хочу видеть мир таким. Мама, я не хочу видеть мир таким. Хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким, видеть этот мир таким, мама. Не хочу я видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Видеть этот мир таким. Внутри меня меняет эту планету. Внутри меня меняет эту планету. Смотри, мир внутри. Этот мир внутри. Давай еще. Где кошка? Я не хочу, меня никто не слушает. Ну там дядьки какие-то столпились. Я попозже Артем шутился. Артему нема. Вот. Иди сыграй пару раз. Давай ще одну і Артем. Ну ладно. Во! Я как раз, может, успею, там просто...
Дикушка, давай еще. Нет? Опять же Билли Бенд. В голове туман, на сердце тут. Много ты ведешь меня сюда. Возможно, это карма или самый обман, но я снова в кафе последний путь. Я забываю, волнуешься где-то там, ждешь меня, может быть, нет. И я вернусь и зайдем, и я посижу, еще раз, это последний путь. И я рассужу один на столе портрет, я размешаю фасады гвоздем. С пьяным музыкантом что-то споем, будет портфель мне уже не искать. А вечером, как бабушка бармен сияет, я вижу, ты немного болен совсем. Мы с тобой умрем, как надо, пьем душ, но вернем меня, ты последний путь. Любовь, подходи, посиди со мной, красивые девушки не видят нигде. Но ты исчезаешь, ты не со мной, как это просто ты приснилась мне. Всю ночь сижу, люди масло за столом, настигает поздний жидкий рассвет. Что-то там еще такое, с трудом ловлю воздух, потом в мой последний путь, другой дороги нет. Саша Василевская, Саша, не уходи, будь ласка, Саша. Саша, мы сегодня размовляем за архітектуру. Я веду, що шмат людей, які сьогодні зібралися у гэтым бары, яны збольшага Беларусі. Усе архітектори. Ну, каким-то так выпадку. Ведаешь, такое желание, таки настрою. Гляжу на дом и могу расповесить историю. Ці есть у тебя такі будинок у твоєму городі, де ти жила, у Менську, про який ти можеш розповісти некую историю? Твое любимое место? Не знаю, нет, у меня есть свои какие-то истории, а истории домов я не знаю, у меня есть любимые просто архитектурные будинки, вот, один из них недавно сгорел, это костел в Минске, вот, и я очень расстроилась, когда он сгорел. Ну, что там была, и там легкая энергетика, там обалденная история, вот, и это. И еще я люблю в Минске театр Купаловский, ну и Калужскую церковь в Гродно. А я не люблю Дворец Республики, и все, что могу сказать. А что я чувствую, ну, как какие-то дома, я чувствую просто свою какую-то историю с ними связанную. Можеш розповісти яку-небудь історію, зв'язану з одним з будинків, про який ти розповіла? Чи може я ще щось згадаєш? Нет, не вспомню, к сожалению. А яка у тебе любимая вулиця в Минську? Не знаю. У меня была любимая улица в Минске, на которой построили Зыбицкую. Там построили Зыбицкую, а до Зыбицкой там была очень классная улица, действительно, со старыми домами, их все снесли. И я знаю, что в Минске в 70-е годы снесли весь старый город, загнали Минику в трубы, замчище уничтожили, и построили новые дома, муляжи. И я еще помню, как их сносили, строили. В общем, историю все убили. И мне печально, я не знаю, ну моя любимая улица в Минске это Козлова, потому что, ну, там я жила в детстве, вот, и в юности.
І ти туди приходила. Ну так, Козлова, до речі, вельми цікава висновка. Я пам'ятаю, що навіть з вулиці Козлова я відчула, що я моцно люблю Мінськ. Це було, до речі, до того часу, коли ми з тобою познайомилися. Я пам'ятаю, що у нас була така дисципліна на журфаку, так, фотосправа. Мы ходили и зенитами сдавали, просто некое было задание, и треба было вельми долго ходить по городу. Я так шпацировала, и упершину пришла на там, где поле, там, где трамваи, там так разворошивались, и шел дождь, и я памятаю, что я такая, оба-на, думаю, некие такие Мінськ незрозумілий, але свой. І цікаво. От мені подобається, що Мінськ, він у відрізненні від інших городів, таких вельми пригожих, яких так, не сносили, як Мінськ, так? Наприклад, коли взяти Прагу, так, то Прага просто пригожа. Ти приїжджаєш і така, оба-на. Коли взяти який-небудь ще там італійський город, так само. А Мінськ, він розкривається, коли ти, напевно, хочеш його чути, хочешь, я его пошусь? Я вельми таємничий. Мне кажется, как Варшава. Так. Я когда Варшаву приехала, она мне не понравилась. А потом раз, и как дома. Туда завернул, сюда завернул. Вот. Так, что-то на Варшава вельми а потом хороша. пришел Бирстейшн. И пропал. І завісли на пісні сьогодні. У ліпшому барі усякого Вісловського узбережжя я нагадую, що він сьогодні працює. І ви можете замовляти самый смачний напой в этом баре. А я попрошу зараз до нас подвести попрошу Панка. Тимі Панка. Дякую, Саша. Саша Василевская. Вельми незвикла сьогодні атмосфера. Я узгадую наші минулі рази, коли ми тут збиралися. І було у 3 рази більше людей, ніж сьогодні. Але коли ніхто нас зараз глядить у стрімі, я сподіваюся, що до нас дойде ще більше людей. Але сьогодні так утуленько, так? Я думаю, що для першого дня зими це чудовна атмосфера. І ось Тимі Панк готові далі для вас грати. По максимуму выкрути умный такой. Но это точно не любимый. Ну все. Короче, тут Антось напомнил про группу «Голосы из места». Кто-нибудь помнит группу «Голосы из места»? Это те, которые на Евровидение хотели поехать. Вот с этим там хвалебной какой-то там хвалебной одой солнцеликому луноподобному. Вот. И, в общем, у меня есть короткая песня, она прям совсем короткая. Она такая, типа, полминутки и все. И типа, сыграл и такой, я все. Так я всегда и говорил своей жене бывшей. В общем, «Голосы с места». На Евровидении не взяли возле этого места не только голосы. Вообще на этом месте люди носят трусы. Так что пошли вы в то место, откуда ваши голосы. Откуда растут голосы? Такая песня. Спасибо. Еще одна короткая тоже песенка. Я ее посвящаю всегда всем, кто сейчас несправедливо сидит сроки в колониях, в тюрьмах, кто до сих пор типа находится под следствием, хуй его знает, что вы, простите. Стыдно, пиздец. Те, кто сидит ни за что, в общем. И таких людей масса, и они ничего не сделали вообще абсолютно плохого, криминального, и они до сих пор сидят. Это происходит вот очень близко от нас, да, сейчас. Песня называется «Тихановский». Кто обосрал
белорусских наших горов, кто на проспект запустил знакоров, кто БТРы ушли чернобить, кому 900 тысяч на воды не хватить. Вирус ніяк помирать все не хочет, ты блогер з Варшавы, глупоты болбоча, центр гандлёвый горить Комаровский, а кто виноваты? Сергей Тихановский. Следующая будет тоже короткая. Мастера короткого жанра сегодня. In the house. Знаете такого персонажа Эдуард Суровый? Вот я его очень люблю. И поэтому получилась такая песня. Она называется «Саша Дрессировщик». Саша дрессировщик, собак дрессировал, и неплохой здоровкой он в этом обладал. Но шли, когда на теле пропали волоса, а в голову со временем вселились голоса. Эх, Саша, тебе мы скажем, какой ты дрессировщик, ты общество волоса. Эх, Саша, тебе пизда же, тебе уже пизда же. Тебе уже пизда даже лапы не подаст. Песня без мата, не надо на меня так смотреть. Алло. Ладненько. Поехали по красивым песням. Таким, нормальным, хорошим. Я их только недавно начал сочинять. Раньше до этого было вот это вот. Полминуты. Как любила говорить моя жена. Полминуты, ты поставил свой рекорд. Ну, не совсем. Песня называется «Маленькая страна». И за лесами маленькая страна. Думаю, вы уже поняли сами, что это за нам. В этой стране сядешь на 10 лет за таблетки и амфетамины. Если, конечно, ты не ОМОНовец, бьющий подростка дубиной. Если, конечно, ты не ОМОНовец, бьющий подростка дубиной. Не сможешь публично ты нас гордить со страницы газеты с экрана. Но если ты преданный пропагандист, то имеешь, конечно же, право. В этой стране ты никак не посадишь куст конопли на балконе. Зато без труда посадить самолет можешь ты, если ты папа Кори. Зато без труда посадить самолет можешь ты, если ты папа Кори. Ты можешь считать, что ты в этой стране председатель и бог и хозяин, что будем жить вечно во тьме и говне, а ты чистый неприкасаем. Все вроде покорны и бесхребетны, с окна заклеенным ртом. Но только вот ты нихуя не бессмертный, не вечен под солнцем никто. Но только вот ты нихуя не бессмертный, не вечен под солнцем никто. Спасибо. У меня есть один родственник, довольно близкий для меня человек. Он вот прошлой осенью попал, скажем так, в санаторий на Агрессино. Вот, немножко там перелетело ему и все. Ну, он парень крепкий, мы из Толцов, как бы, мы люди привычные к насилию. У нас это все происходило, блядь, каждую пятницу, на самом деле. Ты приходишь на дискотеку, не так на кого-то посмотрел и... Все, достаточно.
А там были с ним ребята, допустим, которые первый раз вообще сталкивались с тем, что человек может бить человека. Ни за что абсолютно. Поэтому мой родственник, он такой, типа, обычная пятница в Столбцах. Have fun. Вот. И он стоит на коленях в дворике во Фрунзенском РОВД. Его облили из шланга водой холодной, отхуячили. Естественно, простите мой французский, но это не побили, его действительно отхуячили. Есть большая разница. И он уже стоит на коленях, и, значит, этот ОМОНовец какой-то безымянный за волосы оттягивает его голову и говорит: ну и что? И где твоя Тихановская? А он поднимает на него глаза и говорит: в Литве. И получает сразу же ботинком в лоб. Но самое интересное, что в протоколе ему написали вот в графе, где инициалы, ну у человека же в Беларуси две буквы в инициалах, это отчество, да, и фамилия. Инициалы, я имею в виду две буквы, я имею в виду, что идет имя, а потом инициалы, да, и там отчество... Блядь, мне кажется, я просто слишком мало выпил. Короче, неважно. В общем, там две буквы. Там типа одно длинное слово и две короткие буквы. Чего вы разбираетесь? Это мой уровень развития, господи. Ну вы чего ждали? Профессор придет. Это столбцы мне открыли голова с самого детства. Короче, ему там написали 4 буквы. А в графе свидетель у него был некий М. Удаков. То есть они прям угорали с этого. Типа такие: лол, а давай напишем Мудаков. И всем отделом, наверное, ржали. И вот как бы песня про этих всех липовых свидетелей унитазовых и прочих людей. Свидетели унитазов. Следователь Пупкин, прокурор Залупкин подготовят дело, и будет все пучком. Свидетели унитазов все подтвердит умело, и судья КамАЗов сверху ебнет молотком. И похуй в магазине был или на пикете, поедешь ты в корзине метр на метр казенный дом. Не важно, что простужен, поешь говна на ужин, и еще за это ты заплатишь и потом 12 рублей, блядь, между прочим, за сутки. А в камере отлично сидит народ приличный, художники, спортсмены, бизнесмены и врачи. Эй, ты, судья КамАЗов, коль всех закроешь сразу, кто ж вас, ебланов, будет развлекать, кормить и лечить? И вот судья КамАЗов, свидетель унитазов, сидят в соседних камерах и воют от тоски. Лишь как теперь запели, а чё ж, блять, вы хотели? Ведь думать надо прежде, чем людей рвать на куски. И следователь Пупкин, и прокурор Залупкин сидят в соседних камерах и воют от тоски. Лишь как теперь запели, а чё ж, блять, вы хотели? Ведь думать надо прежде, чем страну рвать на куски. Очень хочется верить, что это все наступит когда-нибудь. Ну, я думаю, что так и будет. Ну, уже там какого-то этого чувака задержали там в Чехии. Думаю, такой: да ничего не случится, я поеду спокойно посмотреть баскетбол. Или куда он там ехал? Да, и все, отпустили. Ну, депортировали, позорно. Я еще надеюсь, что они там этими тряпками этими... Не скажу. Это ты сказал, это не я. Это не я. Следующая песня называется «Арестуй». Оскорбляю, призываю, нарушитель хулиган. Я обкола, ты на своем, террорист и наркоман. А еще я проститутка, и друзья все дебоширы. И свободную минутку ем младенцев без гарнира. Арестуй, арестуй меня скорей. На замок закрой за железную дверь. Потом
выживем. И наплевать, что все вокруг в говне. Ты жену целуешь сладко, ну а час назад всего целовал ты прямо в строку, сам не знаете кого. Не спущает рокировка, тебя это нихуя. Нужно же иметь сноровку, чтоб из грязи до кисья. Арестуй, арестуй меня скорей. На замок закрой за железную дверь. Потом домой, где-то мы живем. И наплевать, что все вокруг в говне. Говоришь, что не боишься ничего, никого нигде. Но почему твое лицо под маской скрыто на суде? По району очень проходишь даже днем. Ведь боишься получить пацану сутка сапогом. Вся твоя жизнь уныла и похожа на говно, что по весне бывает, когда тает грязный снег. В гонке по карьерной лестнице забыл ты об одном: если есть тюрьма, то будет из нее побег. 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 Я после того, как написал песню про Озаренка, там была очень прикольная история. Ну, она зашла, очевидно, людям все прикололись, типа, оу, чувак в шапке из фольги. Вот, и спустя месяц я сидел пьяненький и думаю, блин, я ж так старался. Гриша есть в Инстаграме. И я думаю, напишу-ка я ей. Я себе публикую в сторис эту песню, отвечаю Гришу и пишу: Гриша, я для кого старался, ты даже не посмотрел. И спустя 10 минут телефон такой. Я такой, что же там интересно? Открываю. Ваша видеозапись понравилась Григорию Озаренку. Я такой, ну, теперь можно умирать спокойно. И я тогда... Он, кстати, через неделю удалил Инстаграм свой. Но не из-за меня, вы не подумайте. Я ж не оскорбил никак. Ну, почти. Ну, ой. Я, в общем, пообещал себе, что про него больше не будет песен. Он персонаж просто такой соблазнительный. Хочется про него писать. Ну, в итоге... Заракласишь меня говна не есть, поэтому еще одна песня про Озаренка. На него, как вы знаете, было совершено покушение. Покушение. Кто-то покусился на жизнь самого главного репортера, который еще и медалью, орденом награжден. Так что вот песня про покушение. Тише, тише, не разбудите Гришу, он после покушения на жизнь. Какие-то террористы ему шмурдяк нечистый продали, чтобы сосвету изжить. Какие-то террористы ему шмурдяк нечистый продали, чтобы сосвету изжить. Где же был Стаковский, чего ж не уследил эксперт, когда Григорий Ленчицу просроченную бил? Ну что ж вы, люди добрые, чуть парня не сгубили, ведь разве бы абы кого медалью наградили? Ну что ж вы, люди добрые, чуть парня не сгубили, ведь разве бы абы кого медалью наградили? Глюкоза льется в капельницу, Гришенька спасен. Не потревожит террорист его целебный сон. Ведь Гриша парень тёркий, он Рэмбо алкофронта.
Молюсь я, чтоб он снова был медалью награжден. Ведь Гриша парень тертый, он Рэмбо Алкафронта. Молюсь я, чтоб он снова был медалью награжден. А сейчас еще одна, последняя, завершающая, я так понимаю, завершающая. Я специально перешел на трясянку, потому что это... Я обещал тебе, я делаю. Слов на ветер не бросаем, как говорят. Главное только не забывать про дезинтегрию, как они говорили. Потому что с жидким стулом далеко не убежишь. Все вы знаете коллектив Саша и Сережа. Это, возможно, лучшее, что произошло в Беларуси за всю ее историю. Спать ложатся тоже. Вроде того. Паскуда. Эта песня называется так, если что. Кавалеры приглашают дам, или наоборот, как хотите, или можете сидеть и пить пиво. Под ногами моими грязища, и нету зубов коренных. А ты требуешь новые тысячи, чтоб куплять и колонны на их. На заводе и шачу в тришненных солидоле моя голова. Твои гулянки измены целый год судачит молва. Легкий запах деколона шин выдавал лишь стену твою. Наша башка, я клал шифер, а ты клала на жизнь мою. Легкий запах деколона шин выдавал лишь стену твою. Наша башка, я клал шифер, а ты клала на жизнь мою. По утрам за час до работы, когда солнце разбудит зару, убираю тряпкой рыготы, твоим хахалям кофе вару. Задушил бы тебя, паскуда, так ведь сердцем тебя люблю. Расскажите, друзья, откуда жизнь послала мне эту змею? Легкий запах деколона шин выдавал измену твою. Наша башка, я клал шифер, а ты клала на жизнь мою. Легкий запах деколона шин выдавал измену твою. Наша башка, я клал шифер, а ты клала на жизнь мою. В свою спальню меня не пускаешь, говоришь, что воняют носки. И не безосновательно, ноги ты для других раздвигаешь, для начальников и мелюзги. Издеваются все соседи, дали злую кличку Хандон. Вот братан из Сибири приедет, спалит нахрен Ген и Бретон. Легкий запах деколона шин выдавал измену твою. Наша Пашка, я клал шифер, а ты клал на жизнь мою. Легкий запах деколона шин выдавал измену твою. Наша башка, я клал шифер, а ты клал на жизнь мою. А можно еще одну быстро? Конечно. Можно? Нет? Можно? Быстро. Я правда очень быстро. Давай по-быстренькому. Очень быстро. Керсиль, я на одну меньше. Давай, давай. Взял.
Прям как твоя бывшая говорила. Как она и говорила, она такая, 30 секунд. О, Артем, у нас рекорд сегодня. Время пошло. Да. Ой, давай наливай, Марина, ой, Марина, наливай. 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 Я лишь я отличаюсь от своих подруг, но имеется однако у меня друг. Вроде я как все девицы, только иногда вдруг годом могу напиться в следующих тогда. Видит я ел, конечно, и себе у нас сроду не было привычки заливать глаз. Но только крышу и не валит голова, стоит лишь услышать мне волшебные слова. Ой, давай наливай, Марина, ой, Марина, наливай. 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 Тут должно быть соло, но мы забьем на эту херню, правда? Никого не интересно соло. Ай, какая коллега. Заметили, как я перевел цвет? Я смотрел ему такой, это ты меня сбил со своим бусом. Нет, на самом деле с нами эти проблемы. Пригласил коллега встретить Новый год. Сидит целая телега, каждый что-то пьет. Только я глотаю сладенький чаек. Наша коня налегаю сырью огонек. Праздник был просто отличный, словно мы семья. И веселый, и приличный богиня заплевала, блять, всю хату. Насрала в консоль, потому что кто-то ляпнул с дуру мой порой. Вот это. Эй, давай, наливай, Марина, эй, Марина, наливай. Ой, давай, наливай, Марина, ой, Марина, наливай. Ой, давай, наливай, Марина, ой, Марина, наливай. Ой, давай, наливай, Марина, ой, Марина, наливай. На перекосяк судьбина из-за пьянства моего становлюсь хуже скотины, но не сделать ничего. Стоит кодовую фразу обронить кому-нибудь, сразу я теряю разум. Так что берегись спизгнуть. Ой, давай, ой, Марина, наливай. Ой, давай, Марина, 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 наливай. И, как говорила моя бывшая, вернее, как я говорил моей бывшей, я все. Тимми Пан! Дякую еще раз. Тимми Пан! Добре, я нагадаю, що наш проект Radio Session, Uber Station, проект, який проходить з Філіпшем Баревим на усім Іцовському узбережжі. Ён у першую чергу про консолидацию. Сегодня мы падтрымліваем проект Репрест. И калі нехта яшчэ хоча падтрымаць, вось наше вядро, и вы можете працягваць падтрымліваць. Зараз для вас сыграе Варшавыскі. А пасля будзе сюрприз. А менты шерсти Варшавы, скажу, шукаються. Это ж псевдоним для долбоёбы. Всем привитание. Мне тут, покуль я тут стоял, слухал, наслаждался песнями, мне тут запросы пошли один за одним. Говорит, давай, говорит, это тольятти, что-то про Тольятти, может, Кронштадт, ну да, давай кальян. Кончится ничего, вытримаем, братуха.
засталися кожні патрони ми заспівали, повалив снегопад, вітер попівав, я бігав, я скончився. Кронштадт, коли засталися кожні патрони ми заспівали, повалив снегопад, вітер попівав, я бігав, я скончився. Ён ведаў, як скончыцца. Успаміны, як маланкі прад вачыма праляцелі. Бачылі дарой таго, на то, што не паспелі. А чырвоныя цемнякі ад марозу задубелі. А чырвоныя сцягі ад крыві пачырванелі. І калі засталіся апошнія патроны мы заспявалі, паваліў снегапад, ветер папляваў, ён ведаў, як скончыцца. Кронштадт, калі засталіся апошнія патроны мы заспявалі, паваліў снегапад, ветер папляваў, ён ведаў, як скончыцца. Ён ведаў, як скончыцца Кронштадт. Ён ведаў, як скончыцца Кронштадт. Ён ведаў, як скончыцца. Еду, я в квартете с любимой песню сыграл. Ну, Саша. Ну, кто заказал, сразу спалил, да? Мне здається, самая любимая песня Берстейшена, не? Солнце зашло 7 утра, когда я на поле грибы собирал. 12 лет прошло, как Чернобыль бомбанул. Вот тогда народ родился и крикнул: Белоруссия, родился Белоруссия, умрет. Никуда от этой жизни, если хочешь, не уйдешь. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко их отец, но ему придет пиздец. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко их отец, но ему придет пиздец. Ночью над городом светится луна, менты как собаки туда и сюда. Крысы туалетные нюхают мотор, на ментовской дубинке человеческая кровь. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко их отец, но ему придет пиздец. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко их отец, но ему придет пиздец. Этот лысый пидорас правит нашою страною. Надо дать ему по роже, а потом еще ногой. Пусть сидит в своей деревне и повсюду своих свиней, чтоб не слышать больше этих ебаных вещей. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко их отец, но ему придет пиздец. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко их отец, но ему придет пиздец. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко их отец, но ему придет пиздец. Наш дом Беларусь, наш дом Беларусь. Лукашенко их отец, но ему придет пиздец. Антон Варшавицкий, Антон. Антон, Антон.
Штофана. Если Наташу назвал. Мне не так понимать, как моя имя звучит по-российски, по-белорусски надо больше себе верить. Антошка. Пойдем копать картошку, да. Бульбу. Бульбу. Это белорусская песня. Ну, так. Просто по-русски ее как и сказали. Так, Сабрин, у нас сегодня есть специальные гости. Кому Антос? Пошел нахер, с Новым годом пошел нахер. А я попрошу привітати удзельника гурта ЛСП, автора виконавця Петра Клюєва. А так само гітариста гурту «Войски», Трубецької, Крамбамбулі та інших. Павел Трипець, привітання. Ми зараз трошки наладимо соціум. Баукові. Слухайте, а може некто хоче какую-нибудь мы налаживаем все, больше расповести про свои любимые места, я нагадаю, мы доброчинный проект, Hackney Session Station, сегодня допомагаем іншому проекту, доброму, самому доброчинному, Репресс. Допомагаємо проекту показувати, якою була наша країна, яким був город Брест, Бересті, шмат году тому, и вандровать по этому городу. Може, некто хоче розповісти про своє любимое место, свой любимый будинок у своем любимом городе, какой музыки настроиться. А я так зроблю. Розповіди, коли ласка, як тебе зовут, і розповіди, откуль, і... Статья срок. Твой любимый... Начало срок. Так, вот. Архітектура. Дом, будинок, який тобі розповідає некую історію. Добрый вечер всем. Меня зовут Сергей. Я народился в Менску, и Менск это мой любимый город, хотя я много был повсюду в Беларуси, Берест, Народню особо. Что касается Менска, любимое место, наверное, я думаю, что это Троецкое предместье, откуда правда почался немецкая Менск, зраки Мена, и это наша история, откуда все началось. Это любимое место. Дякую велике. Я думаю, что наши музыки уже настроились. Я трошки так само хочу поразмовлять. Петя, Павел. Расскажите мне так само. Вот я просто упевнена, что есть некие места у Менску, ці не у Менску, ці просто у Беларусі, які розповідають вам історію. Така архітектурна історія, зв'язана з некою приватною історією. Ну, бачите, я так трималася, пошанцевала, народився я у Городні. О, Городня! Паусиль наш. Мой батько так само тут. Так, бачите, конечно, Городня! сином Городянської землі дуже гонор, просто та кількість історичних будинків, кількість пансіонів, історичними будинками, і дух, так, конечно, дуже впливає на настрой. Тому особливо, наприклад, мені близький, звісно ж, будинок Бернардинського костюму, унікальна дуже еклектика, ренесансу, готики, до речі, надмозіру і барокко так само, так, це ж так само і приклади того ж самого Джузеппе Сакка наприкінці 18 століття, і, звісно, синагога, дуже пригожа, 16 століття, будинків шмат, по городі, це, ну, просто наша така, видите, соправдная, некая золотая такая ось отдушина європейська. Тому будинків шмат. А вот цікаво, до речі, Городянський дух, конечно, ну. Законы городянского духа. А вы сведали, что у Воронья есть такой цікавый человек, Януш Парулис. И он на своем доме, старом доме, и он там живет, и он сам згадывал такие музей, на его приходят люди и приносят разные старые речи. Ось все, що зв'язане з історією самі, все некі розповідати йому історію, а він буде збирає.
І ён збірае, і да яго прыязджаюць з усяго свету просто, ведаюць пра гэты музей. Януш Паруліс распавядае кожны раз новую гісторыю. Я была некалькі разоў, мы з ім знаёмыя прыватна, і кожнага разу гэта было нешта цікавае, іншае. Так, выдатна. Дякую. Ну что, мы тоді перейти, напевно, для вас успіваємо поділитися з добрим настроєм. Петр Клюєв! Дякую вам. І Павло Клюєв, дуже радий. Поднимем настрой, заспіваємо свою песенку про той місяць, який минув. Зараз уже снежень. Про снежень песня буде пізніше. Осторожно, листопад, осторожно, листопад, осторожно, листопад, осторожно, листопад. Закружилась метелица желтая, так хочу-ка, дай мне все меня. Хоть с ней пришла ты. Осторожно, листопад, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, листопад. Это лето мое облетает, и стою я посеред осени. Твоя тонкая дорожка золотая, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, листопад. Осторожно, стойка пас, осторожно, листопад. Твоя тонкая дорожка золотая, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, листопад. Осторожно, листопад, осторожно, листопад.
інших містах. Ми, до речі, так само згорені старі сябра. Зараз з Льосом ми тут. На вершині слова. Дивіться, заспіваємо пісню. Редко її не виконуємо. Переклад Кадавевича, він дуже файний, дуже удалий. Пісні під назвою «Свої сальви». Якщо так чуєш, то... Ключ на старт большой отлив. С Богом тоже включился я земля, ты в космосе моя, высоко над людьми. Что ты носишь, хочешь видеть каждый смех. Час герою выйти из капсулы. Я майор, я чую тебя, земля, выхожу с корабля. Удивостный свет удивить кожный рук. И так близко зона, аж займает дух. Бо файна, вижу свое бляшанце. Все далее земля. Синяя ночь, ты ничего не помолчи. Ты нам выше не 100 тысяч миль, но сердце полнишь ты. Где мой дом, ведомо долгий кораблю. Дорогая тяжелая, як я ее люблю. Я майор, земля прием нам пути сбой. Всегда поймет, ты нас увязи, майор. Ты нас увязи, майор. Ты нас увязи, майор. Ты нас увляшется, не шанса. Все далее синяя ночь, и ничего не помочь. Дякую. Але я впевнений, що там є, допомогти вам. Дякую, ми вас любимо, мало терпіть. І Петя Крил, приходьте на концерт, наш повно виділо цю студію несложне прошення. Тому дякую. Павел, Дякую, Сябре, дякую. Петя Крил. Короче, я вам скажу так. Вы добили добрые хлопцы. Павла Припятя Гудку нужно будет побачить на великом концерте гурта Бульский, так? Коли это будет? Раз. Ну, коли мне довелось так лёсово обвестить,
то гэта будзе ў лютым толькі. Niestety так, на жаль, атрымалася так, што ў снежні наш тур, які павінен быць па Польшчы з Вольскім, пераносіцца на 2 месяцы на люты. Все прычыны такія зразумелы, гэта коронавірус і тыя абвастрэнні, якія зараз увялі ў Польшчы. Чакаем у лютым. Дякую. Але лёс склался так, что Але я попрошу тишей. Але я скажу так, ты, кто хочет повысить свой уровень игры на гитары, ці просто навчиться, ці просто как ваши там дети научились играть на гитаре, так? Все могут приходить до Павла Трепутя, и у Павла есть своя школа. И Павел сам будет играть. Самый лепший гитарист Вольский Грамбамбуля. Дякую. А мы протягиваем наш концерт. И зараз для вас выступит Степан Данейко. Степан, привітання. Привет всем. Мы сегодня, я нагадаю, что мы сегодня падтрымліваем проект Ребрест. Ребрест – это суперский проект, за якого мы можем просто павандраваць по мінулому, паглядзець, якія цікавыя будынкі раней былі, якіх зараз няма, на жаль, але ж гэта такая віртуальная рэчаіснасць. Степан, а ці ёсць у цябе любімы будынак у тваім родным горадзе, ці просто ў Беларусі, з якім звязана некая гісторыя, і вот калі ты сидишь в Варшаве, его узгадываешь, одразу накатывает. Я не знаю, как сказать про любимый, но есть определенно одно здание в Минске, в центре города, с которым у меня связана история, которая меня до сих пор резонирует в голове каждый раз. Это из детства. Я помню, что я гулял с бабушкой, и мы проходили мимо МВД, там находится на Революционной, если вы все помните, или на Интернациональной, не помню. Интернациональной, да, на Интернациональной. Мы шли, и у меня всегда была такая оппозиционная семья, я как ребенок всегда говорил, повторял какие-то вещи, как, например, там, не знаю, Лукашенко, мудак и так далее. И мы в один момент проходим мимо МВД, и бабушка мне говорит: тихо, у здания есть уши. И я вот в этот момент навсегда это запомнил, что в Минске у всех домов есть уши. Минск город с домами ушами. Степан Данейко. Спасибо. Мне нужен телефон с соусом какой-нибудь. А с Беларуси много? Степан Данейко. В Беларуси все. Как у кого вечер пошел? Минск, Варшава, Коннект, передаю шалтал всем моим бандитам, Роттердам, Варшава, Минск, мы все на связи. Бруклин тоже тут. Можно, во-первых, если кто узнает, респект. Если кто не узнает, то подучите историю, ребята. Это будет песня про Минск. Да,
знаю, это не Париж или Нью-Йорк, вам не Москва. И далеко не Лондон, это Минский Сити. В самом сердце событий построили гостиниц, но некому поселиться. Знакомые лица, звуки милиции. Все как всегда, на районе не спится. И течет река Свисла, течет дождь напиток. По пятницам выбираешь, где ты будешь проводить их. Мы не дети, индиго, уличные бандиты. ОМОН нас ищет, как обычно сердитый. Кто кого разыщет, а кто кого сыщет. Как ты ни крутись, тебе все равно обыщут. Все равно обыщут, ничего не найдет. Я закончу этот денек с дымком. Вот он, центр Европы. Все как хотели, даже похожи в окно ты. Оу, shit, знакомые локации на карте исчезают, не успеваем появляться. Гнем свою линию боятся. Одна большая пати в этом городе, каждый друг друга знает. Манят, меня так манят эти улицы, уютные кварталы. Запереть автор мир, пару плюшек остывает. Суетимся за дворами, распыляя краску, будто никотин. И катим дальше, череда руку пожать, проводит тебя обратно. Понимаешь, что уехала уже не так уж мало. Кто-то поменяет, как навис на страду. Кто-то поменяет наш проспект на Хрещатик. Ну понимаешь, Минск там, где люди, а мои люди рядом. Это значит, что город-герой, но по маршруту подобас. А по Минск, родный кут меня читает. Тебе мое послание, мы все увидимся однажды. Оу, вау, I'm feeling lost. У меня забрали городок родной, но это боль, да. Но не забывай никогда, место встречи изменить нельзя. Оу, вау, I'm feeling lost. У меня забрали городок родной, но это боль, да. Но не забывай никогда, место встречи изменить нельзя. Эти улочки зовут на перекуры, затянув так хочется устроить тут паркур. По городским просторам, по квартирным тусовкам, по старым скамейкам, где скурено много. И сколько мы там не успели, но еле-еле нас перекинула судьба на другой берег. И вот теперь тебя берег воспоминания со мной рядом каждый день. И как ни странно, такого мало. Именно знакомые кварталы, песни, что мы напевали на крыше пьяными, шутки, что мы понимали только между нами. Районы, что мы пошли кругами. Wow, I'm feeling lost. У меня забрали городок родной, бро. Это боль, да. Но не забывай никогда, место встречи изменить нельзя. Wow, I'm feeling lost. У меня забрали городок родной, бро. Это боль, да. Но не забывай никогда, место встречи изменить нельзя. Wow, I'm feeling lost. У меня забрали городок родной, бро. Это боль, да. Но не забывай никогда, место встречи изменить нельзя. Спасибо. Яше! Скажите, кто тут ненавидит ментов? Йоу, все скажите. Отлично, это будет про то, как мы их все дружно ненавидим. Идем со мной, мы будем сжечь полицейские машины. Громить участки, подрезать им шины. Выпустим всех, кто сидит несправедливо. Мы поднимем лоб, мы устроим все красиво. Идем со мной, мы будем сжечь полицейские машины. Громить участки, подрезать им шины. Выпустим всех, кто сидит несправедливо. Мы поднимем лоб, мы устроим все красиво. И ненавижу ментов с детства. Я знаю, что честный человек не наденет форму ни за что. Но тут такое место, что куда ни поверни, за тобой все равно повернут патрули. А ты ходи, не ходи, тебя отвиснет ногами. Составляй протоколы, на них как оригами. Оригинальностью не пахнет, а пахнут только деньги, что им пошлят каждый день за преступление. А я такой малый, просто честный парень. Ненавижу мусоров, что на свободу посягали. Там быстро отсекают те, кто книжки читает. Погон не должен думать, погон должен выполнять приказы. И если ты не знаешь, брат, за как тут опасно, то ты не с этих округов и не бывал тут даже. А всех, кто солидарен, я зову с собой. Строй партии такой, чтоб запомнили надолго. Идем со мной, мы будем сжечь полицейские машины. Границы участки, подрезать им шины. Выпустим всех, кто сидит несправедливо. Мы поднимем лоб, мы устроим все красиво. Идем со мной, мы будем сжечь полицейские машины. Границы участки, подрезать им шины. Выпустим всех, кто сидит несправедливо. Мы поднимем лоб, мы устроим все красиво. Когда-то деньги убегут и от тебя тот. И не спасет от холода твой жить под кожей. Ты понимаешь, сколько бы ни было у тебя наград. Простые люди видят сквозь прилежный дорогой наряд. Да, ты понял правильно, идем резать чину. Все
прораблю, чтобы понять, что внутри их черных душ. Анатомия зла, ты знаешь. Не будь гореть, ну тут не надо овец. Не каждый волк, кто бьется, но каждый свою жизнь здесь. Да ты не привык, но не спасет тебя лес. Смотри, твой гаснет, как беда, легче самому залезть. Тебе ты помнишь сюжет, как поведешь себя тогда, когда у льва окажется плеть. Это не цирк, уродцев, ты будешь прыгать в кольца. Грязный клоун и шарманки не играет больше. Идем со мной, мы будем жечь полицейские машины, громить участки, подрезать им шины. Выпустим всех, кто сидит и строит небо. Мы поднимем голову, устроим все красиво. Идем со мной, мы будем жечь полицейские машины, громить участки, подрезать им шины. Выпустим всех, кто сидит и строит небо. Мы поднимем голову, устроим все красиво. Спасибо, спасибо большое. Есть. Фу. Димас, ты где? Сыграешь что-нибудь? Есть еще один последний трек. Мне поможет мой друг Дима, пожалуйста, шуму для Димы. Стоп. Возьми мою лучше, мне кажется. Она громче просто. Давай. Будет вибрировать приятно в животе. Моя тоже хорошо вибрирует. Там просто в ней встроенный страх. Она женская, наверное, да? Нормально. Универсальная. Спасибо. Он такой толстый. В отличие от... Ну ладно, играй. Ты говоришь, прям как моя бывшая. Я бывшая, знаешь, что говорила? Да знаем, что говорил твоя бывшая. Все, это... Не, она говорила, о, целых 48 секунд, вот это да, мы идем на голову. Да эти строки пропитаны никотиновым дымом. Виски с пивом и каннабис сатиром. Тут наш хип-хоп стратегия. Жизнь как мешок с трамплином. Пустой бассейн с бэктрипом. Светлый ночная гарема. Ветер восток, мутная банда, грязный пяток. Словно доносится за горизонт. Кто понимает, кто ты найдет. Не расторопно, не свой сок. Сыпется вид на пол, ты нам говорит, where to go. Damn, would you know, нас занесет и далеко. И все веселые мотивы превратятся в грустный тречок. Ну и чё, у нас и так ничто не шло. Может в эти края, но наконец вертолет. Да, я это вижу, большие замы, но не сосчитать, как много нам. И за дымным банком прячется банда. А нам все мало, нам нужны большие чеки. Да нам нужно больше стафа. Успех над дромом грех. Но еще так рано шаришь наши залы. Это тесные квартиры, грязные пати. Берег высланный Мальдивы. Временами нам тут сносит башни от того, как под мостом вечерами наступает страшно. Ветер восток, вот на нее банды, грязный бетон. Слово доносится за горизонт. Кто понимает, кто-то найдет. Нерасторопно, без высот. Сыпется вид на пол, дым нам говорит, where to go. Damn, would you know? Damn, would you know? Damn, would you know? Damn, would you know? Oh, yeah. Все. Спасибо. И на этом я передаю следующему нашему гостю. Степан Данека. Дима! Это не просто. Дима красавчик, пожалуйста, побольше шума для Димы. Еще раз все. А я так розумію, у нас зараз буде сюрприз. Я почти не ревную тебя к своим.
Ён знову жартує про былых, ну ладно. Уже про гэты жарты про былых я уже на ўсіх стендапах уже колькі можна, ну. Дима, давай трошки вас рассказать про себя, кто ты такие, мы тут знакомимся. Всем привет, я Дима, я делаю сладкую музыку для девочек. Поэтому сейчас, после такого брутального выступления, я думаю, нужно разбавить немножко лирикой. И, в принципе, вечер сосредоточен на психопатах, поэтому сейчас я спою вам кавер на одного очень известного психопата из Соединенных Штатов Америки, поэтому это будет кавер на трек Kanye West «Heartless». Супер. Дима, мы сегодня, видишь, мы про консолидацию. Что для тебя консолидация? Консолидация для меня? На самом деле, я просто оставлю quiet, как говорится, и пускай это будет больше про музыку, чем про разговор. Музыка и консолидация, окей. А еще мы сегодня про архитектуру. Сиют у тебя так. Сиют у тебя любимое место у твоей городе, я не веду, откуда ты можешь расповесть, с яким связана некая история. Я из Минска, и если говорить про архитектуру, то самое знаковое здание в городе Минске для меня это театр оперы и балета. Я всю свою жизнь катаюсь на маленьком велосипеде, на котором делаю разные интересные вещи, которые называются BMX. Вот, и оперный театр это был такое основное место, в котором мы проводили все свое время. Я просто помню, как мне 14 лет, я встаю рано утром, шорты, кроссовки, майка, и ты выходишь, весь день катаешься, оперный театр, Колизей на Немиге, и вот все это место, оно прям глубоко в душе лежит. Поэтому оперный театр, тусовка Минска. Оперный театр, Минск и розные іншие города. Я нагадую, что сегодня мы підтримуємо проект «Репрест». Проект, завдяки якому ми можемо відривати по історії, глядіти, які цікаві будинки були раніше у цьому чудовому городі, так? Я нагадую, что у нас есть ведро для донатов, и оно стоит ось там, на этом столику, так, дякую, Олег. И кто хочет и может підтримати наш проект, коли ласка, усе у ваших руках. А зараз Дима нам спеє. Так вот, немножко о грустном. «Heartless», Kanye West. In the night, you heard him tell how the story ever told. Somewhere far along this road, lost the soul to the moon so hallelujah. Oh, how could you be so hallelujah? Could you be so hallelujah? How could you be so cold as winter wind when it frees you? Just remember that you're talking to me, oh. You need to watch the way you're talking to me, oh. I mean, I've told the things that we've been through. I mean, I've told the things we got into. Hey, yo, I know some things that you ain't told me. Hey, yo, I did some things, but I still owe me. And now you wanna give me back and you show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, well I got homies, but in the end, still so lonely. In the night, I hear them tell the coldest story ever told. Somewhere far along this road, you lost your soul to a woman so holly. Oh, how could you be so holly? Oh, how could you be so holly? Дима, открытие сегодняшнего
сьогоднішнього вечора. Діма, я сподіваюся, що ти наступним разом праз раз обов'язково виступиш тут так само зі своєю програмою. Надо пару песенок написать, и могу выступить. Супер! Я ще раз подякую. Ми зараз з тобою один одного доповняємо. Маша і Медведь. Маша и медведь. Это такие гуры был, да, я памятаю. Памятаете? Синенькая юбочка, ленточка консерв. Короче, Медведь, вольний будовник з гітари, яку я ще покуль не маю, яку я ще не привіз із Білорусі. Кажи тобі, Москва, слухай. Ось ми тут про архітектуру сьогодні зберігаємо. Чи є у тебе любимий будинок, з яким зв'язана нека історія у твоєму родному місті? Всім привітання. Я з Мінського і так маю шмат таких будинків, які реально круті в Мінську. Ну, я на русском. Значит, я учился в 15 корпусе БМТУ. Это называется корабль. И это реально крутое такое здание, оно очень такое космическое. И внутри офигенно, огромные потолки и очень холодные поточки. Там реально очень холодно было зимой. Ну, я люблю Киселева, люблю центр. Тут девчонки уже запели. Самый крутой Севастопольский парк. Там можно, там я не знаю, что там происходило, но шашлыки точно там можно жарить. Там ходят лошади до сих пор. И, в общем, очень круто. Алкоголь и соревнования. Это какая-то там душа, жизнь моей вечная. Там да-да-да-да, лошади и женщины, женщины и лошади. Ты сегодня для нас не наблюдаешь. Ну так, где только песен, может, 3 или 4. Ты готов, да? Я еще раз попрошу повидать Медведик. Я просто без гитары, я сегодня у сына взял гитару такую маленькую, и думаю, дай хотя бы разыграем час. Она такая маленькая совсем, такая. А кто знает, можете, это речитатив, это моя любимая песня Ляписа Сергея Михалка. Ее не так часто, ну вот я слышу в исполнении сейчас. Добрий вечір, з нами святкуй, щедрий вечір, співай, танцуй, бубни, цимбали, музика, грай, кухоль з медом, за родний край. Дочекалася земля, космосу родних цінов. Бачиш, з квітками йдуть, і гарний цвітов, побудують на домах, гнезди парочки услов, і поють для усіх дарма, Чередана і Буйнов. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и навсегда ты не отзахпир, и рамонки на твоих устах. Это мой классный Точить я сверховал, помощь ей пьяненький буш, я не бьюсь на брудершафт, колебасов смачный пуш, заглядая шефитель, посреди у бороду, испевая Ариэль, про магнолию в саду. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и там всегда ты не отдохни, и рамонки на твоих устах. Это мой дурацкий дэнс, это мой натурный дар, это мой путинский стресс, и рамонки на твоих устах. Кольоровые веселки, заповедные
сады, золотые играют пчелки, решки полные воды. Это мой придуманный мир, это мой вольный шаг, и на всех континентах мир, и рамки на твоих глазах, и на всех континентах мир, и рамки на твоих глазах. Когда вот сидишь целый день за компом, все надоедает и думаешь, как пойти куда-нибудь в снежки поиграть. Слова и мысли текут по проводам, дам, не дам, ушел, дам, напишу, подниму руки кверху, настрою столу. Она унесет меня в волшебную страну. Связи невидимых узы сетью, окутаны шлюзы мухой. Я в них трепыхаюсь, я в тебе затыкаюсь. Мышки Клава, две верных подруги, есть один минус, они не упруги. Мой никнейм, я их собачкой, голуби письма приносят пачкой. Что же ты умница, мир детства, на все не забил. Время пришло, великих империй, без одних границ и прочих потерь. Связи невидимых узы сетью, окутаны шлюзы мухой. Я в них трепыхаюсь, я в тебе затыкаюсь. Я в тебе затыкаюсь. Что ж, красише. Но есть у меня любимая песня. Она о Одессе, но она про родину, по сути, про то место, где реально хорошо. Она называется «Про грусть по Одессе». На Мясоедовской давно все спокойно. Здесь бродят граждане весьма достойно. Здесь всегда ты услышишь знакомый жаргон. Здесь всегда кто-то есть, кто держит фасон. Здесь никогда не видал я бентуги, ведь я рожден во времена буги-вуги. И одесских куплетов я не сочинял. Для меня рок-н-ролл был началом. Улыбаясь дюгу, по бульвару хожу, со второго люка на него не гляжу. Он протянет руку, и ему я скажу: я горжусь, что здесь родился, здесь живу. Шутит, быстро поет. Там много теплых уютов.
Там есть у каждого свой балконный сортир. Улыбаясь другу, по бульвару хожу, со второго люка на него вижу. Он протянет руку, и ему я слышу. Я горжусь, что здесь родился, здесь живу. Звездопад пылющий гей посыпал запах. На вранда оказывает воин, но не последний цветок. А я вдыхаю твой жасминовый запах. Навязывая иллюзия вечной жизни. А поколение сумели распродает принципом детства. Мои внимания на тени, чтобы была не раздеться. Уважаю, когда награбы достигаю затрёпного мужества. А не за то, что я сидел в том месте, на котором я сегодня соприкасаюсь с асфальтом. По пояс, а сижу в лужице. Знаю, как попасть на уровень выше. Подхожу к этой лестнице, где-то рядом сгибутся выше. И чувствую какой-то совсем неприятный запах. Мои мысли упала баба, речитатив между строк. Как прекрасно, баба, ты мой любимый цветок. Мои мысли упала баба, речитатив между строк. Как прекрасно, баба, ты мой любимый цветок. Принципиально не участвую в сексе втроем. С Володей и его подругой прекрасной. К сожалению, меня не зовут. В эти дружбы интересно. Подумай, ведь не бывает новых друзей. Мой спиртной закончился, уже становится веселее. А так обычно поем единение, нас водой не разлеет. А ну-ка еще нам налей. Жалко, что уже не сидеть за костром, а только вчетвером на маленькой кухоньке с открытым настежь. Мои мысли упала баба, речитатив между строк. Как прекрасно, упала баба, ты мой любимый цветок. Мои мысли упала баба, речитатив между строк. А прекрасно, упала баба, ты мой любимый цветок. Твой нежный ротик шептал мне на ушко милую весть.
обходишь сзади, я объявляю войну. Я атакую, ты не идешь ко дну. Линия фронта пролегла на твоей постели. Обходишь сзади, и я несу потери. В изнемождении, напором и слезами. Рейхстаг взят, капитуляцию скрипим губами. Ура, ура, ура тебе, мой малыш. Пока ты спишь, мой малыш, вдвоем с тобой во сне над Берлином летишь, мой малыш. Салют тебе, мой малыш, мое плечо, ты уткнувшись лежишь. Ура тебе, мой малыш, мое сердце стучит о твоем. Пока ты спишь. Я подсел на тебя. Меня ломает, я подсел на тебя. Подсел на тебя, твои имена, твое отражение во мне, ты на наркоте. И мне с тебя не слезть. Я еще раз сейчас попробую сыграть песню. Может, Мариса может помочь мне, потому что я ее не выучил. Ну, это моя песня, но я ее, короче, не выучил еще. Тобто я знову буду працювати з суфлером. А, да? Это песня про Гарри Поттера, которая стала не про Гарри Поттера, а письмо к Николаю. Я ее играю второй раз. Лицом в стене, ноги раздвинул, ноги к стене, блядь, тыльной стороной. С Макары, блядь. Гражданин начальник, а можно попросить карандаш и лист бумаги? Зачем, блядь? Письмо буду писать. Кому? Николаю. Передайте это Николаю, если вдруг его встретите. Надеюсь, что ты нам еще не спятил. Кремную стену душу головой, как дятел сальманских филиппинских болот. Нас окружают поляки с флангом. Слышишь, взгляд пусть не сдаться. Воспалена Москву, война бумерангов. Остальные папа задвинул блок. Коля, простись, пожар мой душ. Ты мясо в стране посновым, и сельский мотор с ними бедушек, контрабасит веселый класс. Но все это не очень нормально, жить как тупик, готовить до майна. Так что, приятель, клёцкий макай,